Ингушетия торжественно встретила своих олимпийцев. В аэропорту Магаз приземлился борт с олимпийским чемпионом Мусой Евлоевым и участником Олимпиады в Токио Мусой Магушковым. Первыми их встретила делегация во главе с представителями правительства, родственниками, жителями региона. Колонна машин в сопровождении байкеров, всадников приехала в Магаз. На чествование собрались сотни людей. Своей победой Муса порадовал не только нашу республику, но и всю страну, отметил в поздравительной речи глава республики. Я очень рад, что сегодня мы собрались чествовать олимпийского чемпиона Мусу Евлоева. Он сегодня олицетворяет не только Республику Ингушетия, а всю Россию. Вот я как-то наблюдал почет от Калининграда, получается, до Камчатки у нас. Министр обороны вручил ему очередное звание старший лейтенант. Сегодня я хотел бы зачитать поздравления Мусе Гилановичу. Направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его победа позволила подняться нам на 5-е место в медальном зачете Олимпийских игр. От души поздравляю вас с триумфом. Вы много упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным, именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику и нацеленность на успех. Это уверенная блистательная победа. Отличный подарок для ваших тренеров, наставников, для всех любителей греко-римской борьбы, всей нашей стране. Молодец! Так держать, пишет и поздравляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С своей стороны, хочу вам сказать, наверное, не было у нас в республике жителя и за пределами, кто бы не болел за Мусу. Сегодня хочется сказать, завоевав золотую медаль в Токио, Муса стал 5-м чемпионом, олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта. Сбылась не только твоя мечта, Муса, но и сбылась твоих болельщиков мечта. Сегодня мы празднуем и гордимся тобой лично. И сегодня приглашены также наши олимпийцы, которые в разные года принесли тоже славу России и нашей республики. Каждый человек переживал и тогда за тех олимпийцев, и сегодня за тебя. Мы видели, что абсолютно несправедливость надуманными какими-то выдумками, фейками лишили нас государственного флага Российской Федерации. Гимна лишили. Это вообще непостижимо. На все придуманных каких-то абсолютно неподтвержденных фактов. И это еще больше наложило ответственность. И знаете, она не повлияла на психику наших спортсменов. Они наоборот собрались и победили. И конкретно Муса Евлоев. Я сегодня хочу сказать большое спасибо тренеру Кадилову Давиду Акоповичу. Я надеюсь, что победа Мусы Евлоева привлечет спорт в залы большое количество детей. Сегодня для вас пример лично олимпийский чемпион и наши олимпийцы, которые говорят вам просто своим присутствием, своими победами. В зал надо идти, на спортплощадке надо идти. Мы должны продвинуться, у нас должны быть много спортсменов. И тогда у нас будет больше олимпийцев и чемпионов. Но ведь мы знаем, что двукратный чемпион мира Муса у нас и Европы. И после этого, по-моему, полный набор. Но я думаю, еще следующую Олимпиаду мы должны во Франции, насколько я помню, будет, да? В Париже черный. Сюда вот молодежь, она сегодня должна настроиться на Париж за медалями. И не одну, а вот в целом
общей командой России. Я говорю, Россия – это сила. Вот что у нас есть. Когда мы едины, мы непобедимы. Вот в чем сила наша. Мы впереди, мы будем впереди. Если у нас есть такие, как Муса Евлоев,